Социальная стабильность. Так характеризуется ситуация в регионе сегодня, и сохранить ее задача на ближайшие годы. Тренд на долгосрочность, повышение продолжительности жизни и рождаемости. За первого ребенка мы платим уже целый год выплату, и вводится со следующего года опять выплата за третьего ребенка, так как в Республике Коми показатель рождаемости стал ниже общероссийского. Мы продлили региональный семейный капитал, у нас 12 900 человек получили такие сертификаты, уже 10 тысяч практически воспользовались, более миллиарда рублей уже обязательства нашей Республики Коми именно по этой выплате. Это тоже очень хорошо стимулирует, поддерживает рождаемость. Улучшить демографию стремится отрасль здравоохранения. Болезни системы кровообращения, увы, основная причина смертности, особенно мужчин трудоспособного возраста в России и регионе. А потому акценты на здоровый образ жизни, профилактические осмотры, развитие сосудистых центров, доступность специализированной онкологической помощи. В Воркуте устанавливают ангиограф. С Нового года там будут проводить стентирование. В Печоре, Инте, Усинске организовано химиотерапевтическое лечение. В столице Коми уже начали возводить радиологический корпус. Обновляем практически все оборудование. И в целом бюджет проекта, конечно, грандиозный, 560 миллионов рублей, в том числе 438 за счет республиканского бюджета. Но не ограничивается только финансовыми вложениями. Большие мероприятия проводятся уже проведены, по сути, по изменению законодательной базы, где закреплено в программе госгарантии на следующий год, что от момента постановки диагноза до момента начала лечения должно проходить не более 14 дней, и это жестко регулируется государством. Закуплено 30 мобильных комплексов. Это рентген, флюорограф и ФАПы для небольших и отдаленных поселений, где нет возможности стационарно оказывать первичную помощь. Продолжит работу программа «Земский доктор». За 7 лет с ее помощью привлекли больше 300 специалистов. Заработная плата не только медиков, но и педагогов и деятелей культуры держится на уровне, обозначенном президентом. Хочу отметить, что, конечно, в сравнении с 2017 годом это довольно-таки значительный объем средств, который был направлен на повышение оплаты труда. И в основном хочу подчеркнуть, параметры, показатели майских указов 2012 года в части повышения оплаты труда были достигнуты. Проектировали значение целевых показателей майских указов мы на основе прогнозируемого среднедушевого дохода 42 250, далее 44 400 и далее это уже прогнозируется 45 по концу года у нас с вами 45 650. Это, конечно, те решения, которые по ходу пришлось принимать и изыскивать в партнерстве с депутатами Государственного совета и в бюджете правительства. Обеспечить доступное современное образование – еще одна приоритетная задача. Обновляются содержание обучения и инфраструктура. Школьники не должны учиться в несколько смен. Сейчас в регионе для них строятся сразу 4 школы. Буквально на днях у нас сдается новый корпус школы в Усть-Куломе на 250 мест. Благодарность администрации Усть-Куломского района за постоянную слаженную работу и контроль ситуации со строительством школы. Кроме того, 322 места мы с вами вводим за счет ремонтных работ. Муниципалитеты, благодарю вас тоже за непростую работу по введению новых мест с учетом наших особенностей в рамках соглашений. За счет переоборудования помещений в этом году создано 250 мест и для дошкольников. Но еще более 1000 малышей пока не могут попасть в детские сады. Сократить очередь ведомство планирует уже в следующем году. Ольга Коняева, Павел Лямин, телеканал Юрган.